Он один из самых модных диетологов Нью-Йорка. «Врач, излечи себя сам», гласит пословица. К Озу Гарсии она относится в полной мере. Кто скажет, что ему 57 лет? Тем не менее, это так. Его клиенты – известные бизнесмены, политики, актеры. Это Ричард Гир, Роберт Де Ниро, Мадонна и многие другие. С 29 февраля по 3 марта консультацию Оза Гарсия, президента фирмы Personal Best, смогли получить и россияне в элитном салоне Третьяков СПА Ан Симонин. Сегодня в эфире T-Vision эксклюзивное интервью известнейшего американского диетолога. Здравствуйте, господин Оз. Ваша книга называется «Высокие технологии здоровья». Что это значит? Дорогие ли это технологии? И технологии ли это в принципе? Или мы сейчас говорим о возврате к простой пище? Высокие технологии здоровья – это результат кропотливых научных исследований. Эта книга была написана после более чем годового сбора информации и изучения нутрициологии. Я хотел описать в ней абсолютно все аспекты, которые могут улучшить здоровье человека. Физические упражнения, диеты, польза самых разнообразных продуктов, применение биологически активных добавок. Одним словом, все те вещи, которые мы используем, чтобы выглядеть лучше, и которые не могут причинить нам вреда. Как, по вашему мнению, современному человеку проще или сложнее правильно питаться, чем его прадедам, допустим, столетия назад? У нас есть наука, медицина, психология. Тем не менее, мы не можем не учитывать, что качество еды в давние времена было гораздо лучше, чем сейчас. Это связано с загрязнением окружающей среды, обеднением почвы, появлением искусственных удобрений. Пищевой рацион наших прапрапрадедов включал огромное разнообразие овощей и фруктов. В наши дни люди жестко ограничивают себя минимальным набором продуктов. Мы потребляем много сахара, концентратов, часто бываем в фастфудах. Пища, которую мы выбираем, заставляет нас часто болеть, преждевременно стареть и вводит в организм состояние стресса. Наши предки, несомненно, питались лучше, но сегодня наука может помочь нам жить дольше. И задача современного человека – обратить внимание на свой рацион и научиться правильно питаться. Почему считается, что все мы питаемся одинаково неправильно? Наше неправильное питание связано прежде всего с информационным голодом. В основе наших ошибок – незнание. Мы зачастую идем на поводу у рекламы и, следуя большинством, выбираем вредные продукты. Сейчас многие страдают от такого явления, как западная диета. Ритм современной жизни прививает нам очень много привычек Запада. Засилие фастфудов, постоянные перекусы на ходу, и это происходит во многих странах мира. Многие национальные кухни и диеты постепенно исчезают. Всемирная организация здравоохранения, входящая в состав ООН, провела исследование и установила шокирующий факт. Сегодня, впервые за всю историю человечества, число людей, страдающих от ожирения, превышает число людей, умирающих от голода. Мы пересекли эту черту, потому что очень многие люди едят крайне вредную для них пищу. Избыточный вес становится повсеместной проблемой. Скажите, можно ли научиться правильно питаться, не тратя на это большие деньги и не прикладывая большого количества усилий? Мы можем изменить свой рацион к лучшему, было бы желание. Можно повысить количество растительной пищи, овощей и фруктов. Но они весьма дороги, все эти вкусные полезные фрукты, в которых столько антиоксидантов. Можно добавить к своему обычному рациону такие полезные продукты, как оливковое масло или орехи, которые стоят не так много, но также весьма полезны. Можно понизить количество съедаемого красного мяса и есть больше рыбы и морепродуктов. Мы можем правильно питаться, не тратя на это большие денег, мы можем жить посредством. На самом деле это очень легко, быть здоровым и не выбиваться из бюджета. А можем ли мы восстановить утраченное здоровье? И в каком возрасте уже поздно менять привычки? Менять привычки никогда не поздно. Бывает, что ко мне приходят совсем юные пациенты, их приводят родители. Есть у меня и клиенты, которым далеко за 80, но они тоже хотят улучшить свое здоровье, хотят наладить личную жизнь со своей второй половиной, хотят жить дольше, как и любой человек в любом возрасте. И со временем они меняются. Они начинают лучше питаться, занимаются физкультурой, принимают биодобавки. Так что я действительно верю, что всегда, при любых начальных условиях, даже если у вас проблемы с сердцем, даже если вы больны раком, отказ от вредных привычек возможен всегда. И он обязательно изменит вашу жизнь к лучшему. А какие из популярных продуктов, на ваш взгляд, являются ядом? Популярный продукт не значит полезный. Например, долгое время считалось, что маргарин полезен для сердца. Поэтому многие использовали его как дешевую замену маслу, менее калорийную и не столь вредную для фигуры. Но позже выяснилось, что все наоборот.
Маргарин придает пище вкус, но он также повышает аппетит, что влечет за собой увеличение веса, а это, в свою очередь, повышает угрозу многих заболеваний, включая сердечные. Вот и получается, что маргарин, по сути, весьма опасный продукт. В Англии недавно было произведено исследование среди продуктов с повышенным содержанием калорий, добавок и красителей. Все эти вещества усиливают вкус и делают пищу более аппетитной. Но было установлено, что все эти примеси могут вызывать у ребенка психологические проблемы, проблемы с поведением и так далее. И подобные вещества были найдены во многих популярных продуктах. Поэтому мы должны быть очень внимательны к своей пище. Палеодиета сочетает в себе историю питания всего человечества. То, как люди питались в далекие времена. Они ели гораздо больше растительной пищи, овощей и фруктов. В еде было много протеинов. Палеодиета — это наша попытка найти оптимальный вариант питания, который восходит к истокам куда более древним, чем питание наших дедов и прадедов. В прошлом можно найти много путеводных нитей, соединить их с современной наукой и изучать особенности того или иного продукта. Мы называем это палеотек, соединение палео и хай-тек, то есть мы смотрим в прошлое, чтобы понять, как питаться в настоящем и будущем. Мы знаем, например, что черная смородина, простая и широко распространенная ягода, улучшает память и стимулирует работу мозга. Или что употребление в пищу злаковых прекрасно влияет на весь организм в целом. Так что палеодиета — это сочетание современных технологий для изучения продуктов и кулинарных традиций человечества для лучшего понимания правильного питания. Скажите, как вы относитесь к биологически активным добавкам к пище? Биологически активные добавки – это одно из самых прогрессивных достижений науки. Они высоко котируются на Западе, так как содержат самые полезные вещества, такие как минералы, витамины, полезные бактерии. Мы знаем, что есть много самых разнообразных биодобавок, которые влияют на самые различные вещи, от нашего настроения до метаболизма и внешности. Есть добавки-витамины, которые укрепляют иммунитет. Они содержат бифидобактерии, такие как в некоторых йогуртах, которые, несомненно, улучшают ваше самочувствие. Мое личное мнение таково. Если вы знаете, как правильно принимать БАДы, то нужно обязательно включить их в свой рацион. И, конечно, они повысят ваше качество жизни.